Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи, ва сахбихи, ва ман валя. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья и сестры, мувахиди, баракаллаху фикум. Биидниллахи субханаху ва та'аля, сегодняшний наш урок, четвертый, это наш четвертый урок по разъяснению, объяснению шарх навакадуль ислама. Мы до сих пор вам объясняли, и наш урок был, последний наш урок был насчет разъяснения третий пункт навакадуль ислама ман лам юкаффир мушрикина шакка фи куфри ма сахха мадхабум кафара иджма'ан. Тот, кто не такфирует мушриков или сомневается на их куфрам, или сомневается их куфрам, или думает, что их путь, их мазхаб, их религия, их группировка мушрикский, да, он думает, что их мазхаб тоже правильный, сахих. Некоторые есть, говорят, мы тоже в правильном пути, они тоже в правильном пути. Есть такие люди. Вы должны знать, что немало таких людей, немало. Многие такие люди, субханаллах. Даже ситуация в таком уровне, что некоторые себе называются мусульманами, говорят, что религия ислама это правильный путь. Ну, христианская религия, еврейская религия, в конце концов, их вот с переворотом, многие поворот кругом, ну, в конце концов, они тоже, их путь заканчивается в раю. Субханаллах. Субханаллах, до того этапа. Если вы говорите, есть такие ученые, которые вот знаменитые, которые говорят насчет евреев, насчет христианинов, что их мазхаб тоже, в конце концов, будут их ученые, некоторые из этих религий, да, люди, которые искали, читали вот книги, например, Корана, Сунна, и после этого не понимали и остались евреем. Вот сегодняшний день, евреи, которые вот сегодня, да, мушрики, или христианам остались, они будут тоже в раю. Есть ли такие ученые, которые говорят таким образом, что говорят, ислам это правильная религия, и путь ислама слишком коротко, ясно, и вот только в раю. А еврейская религия, евреи и христиане, их путь неправильный, вот так говорят, их путь неправильный, их путь вот их путь к краю слишком долго, далеко, некоторые, многие поворотом, кругом, туда-сюда, ну, в конце концов, они тоже, их ученые будут, после этого их джахили, не знающие будут в раю. Этого кто говорил? Этого говорил, вот первый, кто говорил этого и себя назвал мусульманином, он себя читал мусульманином. Во время салафу салиха, это Джахид и его учитель Шумама, который все салафу салих единогласным образом, иджма'ам, его такфировали. Назвали Джахид это кафир. Если хотите читать, кто начал эту акиду джахмидскую, оправдание по невежеству, кто начал этого? Первый, кто начал, кто был вот слишком большим образом. Даже Джахиз, когда говорит оправдание по невежеству, это узр, даже евреев, христианинов говорит. Его учитель Сумама тоже. Все ученые такфировали. Читайте книга «Бид'ату наш'ату ширк», «Бид'ату наш'ату аль-удру биль-джахл». Бид'а ан-наш'ату аль-удру биль-джахл. Бид'а, начинающий оправдание по невежеству. Когда начал это? Когда вот это получается вот среди умма пророка саллаллаху. Этого написал один из ученых в наше время, Айман аль-Анкари. 10 листов, не знаю, маленький рисаля, и там, субханаллах, он коротко, ясно собрал всех
тот, что ученые говорили, такфировали Джахиз. Первый того этого сказал Джахид во время салаф салиха. Салаф салих такфировали его. Я вам этого тоже приводил в таджикском. И в нашем группе есть осталось. А в нашем время, в нашем веке Карзови знаете, все вы Карзови знаете. Один его из великих куфров, один из неверия, который он делал, вот это слова Джахиза. Он тоже в нашем время, он тоже так сказал, что если ученые из евреев, ученые из христианинов в нашем время, сейчас, в 21 веке, смотрит в нашем религии, ислама, читает Коран, хадис пророка, разные книги, постарается понимать, но не понимает. Он хочет понимать, не понимает, поэтому он не принимает религии Аллаха Субхану ва Тааля. Он будет в раю. Вот этого открыто сказал Карзави. Поэтому многие ученые его такфировали. Написали насчет этого акиду многие ученые книги. Один из них был Аль-Хасан Аль-Хусейн Абу Сальман, который один из величайших ученых усуль-фикх, тоже был студентом в Мадине Мунаввара, тоже он закончил там. Один из, алхамдулилля, ученых Ахлю-Сунна валь-Джамаа написал Такфируль Кардави. Вот только насчет этого темы. Читайте, я вот оставил книгу по-арабскому в этом группе. Баракаллаху. Это для студентов слишком муфид. Баракаллаху. Почему я вам этого говорю? Потому что, субханаллах, в наше время фитна слишком много распространено. Каждый, кто говорит, я мусульманин, субханаллах, когда посмотрит его, он сидит в фитне, у него шубха есть какой-то. Вот самый большой шубха сейчас в нашем времени оправдание по невежеству. Алхамдулилlah, после того, как мы, алхамдулилlah, насчет этого темы объясняли истину, много вот у нас был мунавара, много объяснили. Когда мы посмотрим на персидские вот джахмитские студенты, они уже поменяли себя чуть-чуть. Они сначала говорили, да, 5 лет или 10 лет тому назад, или даже 5 лет, 4 лет тому назад, они открыто говорили, есть оправдание по невежеству. Это иджма, единогласным ученым все говорили, что есть оправдание по невежеству. А сейчас они говорят, нет оправдания по невежеству. И это говорят, мы тоже так говорим, говорят. Мы тоже говорим, что нет оправдания по невежеству. Но насчет этого темы есть ихтилаф, говорят. Уже они поменяли себя, чуть-чуть поменяли. Все они резко поменяли себя. Вот это джахмитский хитрость, который не боятся Аллаха Субхану ва Тааля, они играют с религией. Когда они увидели, что не смогут, джахмиты не смогут стоять перед худжой Коран и Сунна, перед Ахли Сунна валь Джамаа, они резко поменяли себя. И, субханаллах, в один прекрасный день посмотрим, что все джахмиты, которые сказали несколько лет, они вот сказали, объяснили, что единогласным образом ученые говорят, что есть оправдание по невежеству. Посмотри, что они говорят единогласным ученым. Нет. Они говорят, нет, насчет этого есть ихтилаф, ну правильный, сахих, ар-раджиш, что нет оправдания по невежеству. Они уже поменяли. Ну, сейчас они остались в каком точке? Сейчас какой шубха распространяют они? Джахмиты сейчас на каком уровне работают? Насчет какие темы они работают? Они говорят, насчет оправдания по невежеству есть ихтилаф. Разногласия между учеными. Это неправильно. Это ложь в религию Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что насчет оправдания по невежеству нету ни одного ихтиляфа. Это бил иджма. Единогласным образом ученые достоверным санадом это сказали в книге салафами у нас есть. Сначала Коран, потом Абу Бакр, Умар, Усман, Али и другие ученые, сотни худжа, которые. Это единогласным образом. Нет оправдания по невежеству в ширку акбар и куфр акбар. А после этого у них второй, самый большой вот проблема. Почему джахмити, студенты, джахмитские
студенты сейчас работают, распространяют такой акиду, что насчет узра биль-джахл есть ихтилаф. Они говорят, да, мы говорим, что нет оправдания по невежеству. Они признают, что нет оправдания по невежеству. Ну, они говорят, есть ихтилаф. Почему? Как вы думаете? Почему? Потому что они сейчас хотят защищать кого? Вируль мушрик. Они не смогли защищать свои братья. Они не смогли защищать вот кубуритов. Многие из них не смогли защищать. Не смогли стоять перед ахлю суннати валь джамаа. Они задали заднюю, принимали истину, но не до конца. 50% принимали, и еще осталось 50%. Они сейчас говорят, давайте защищаем авируль мушрик. Они сами признают, да, мы не смогли защищать вот наши братья мушриков, а сейчас хотим ход азиритов защищаем. Вот так, как будто они так говорят, да? Да, вот так, таким образом открытым не говорят. Но их вот дела, которые они делают, их призыв, их слова, их уроки, как будто таким образом они объясняют, да? Ну, по чуть-чуть аккуратно. Вот потому что, когда они оправдывают, когда они защищают авируль мушрика, говорят, что говорят? Нету ни одного худжа, нету ни одного довода, нету никакого довода, что, чтобы доказывать, что авируль мушрик, который не такфирует мушрика, тоже станет мушриком. Нету ни одного довода, говорят. И говорят ученые, разногласия насчет этой темы, оправдания по невежеству, между ученым салафом говорят. Между ученым говорят некоторые из них. Есть разногласия. Честно говоря, некоторые говорят салаф, некоторые говорят ученые. У нас есть вопрос, где салаф? Когда вы говорите, между салафов есть разногласия, покажите нам, где. Все книги салафа, которые есть, мы знаем, у нас есть, у вас есть открытые. Говорите, в какой листе, где написано, что есть разногласия. Нету никакого разногласия, это вранье. Они говорят, ученые разногласили. А вы что имеете в виду, когда говорите ученый? Потому что это слово ученый, это исмуль джинс, который вот заходит на это ученый, не знаю, ашаритский ученый, суфитский ученый, да, матуридистский ученый, хизбитский ученый, ахлюль бид'a ученый. А тоже, может быть, ахлю сунна. Если вы думаете, вот эти тоже, эти ахлюль бид'a ученые, это мы не принимаем. Мы, когда говорим ученый, наше слово только для ученых, которые ахлю сунна валь джамаа. Мы не принимаем ученых вот ахлюль бид'a. Мы не называем их учеными. Вот это мы должны знать. А когда вот эти азерити говорят, между учеными есть ихтилаф, они имеют в виду ихни, некоторые мадхалитские ученые, таудские ученые, или ихни матуридистские насчет аль-удру биль-джахл, оправдание по невежеству, не всем матуридити дали удру биль-джахл. Матуридити мутакаддимин, матуридити вот, которые они были джахмитами насчет таухид аль-асма ва сифата, но не оправдывали мушриков. Матуридити такфирировали мушриков. До времени Абу Хамид аль-Газали, после его аш'арити и матуридити стали суфитами. Они стали вот совмещаться с суфитами, после этого уже кубуритами стали. Сейчас все аш'арити, матуридити, кубуриты, суфити. Поэтому вот раньше, когда говорим, вот первый этап аш'аритов, джахмитов, матуридитов, джахмитов насчет асма ва сифат, они не оправдывали мушриков. Они открыто ясно, ученые аш'арити, матуридити сказали, нету оправдания по невежеству. Ну, мутаахирин, последний этап аш'аритов, матуридитов, которые сами кубурити они. Потому что суфити, они говорят, что есть оправдание по невежеству, это суфити. Мы говорим, они суфити. Калам. Поэтому, баракаллаху фикум, если эти джахмиты говорят, что наши ученые, эти вот аш'арити, матуридити, суфити, хизбити, и говорят, они говорили, что есть оправдание по невежеству, мы говорим, это для вам, это ваш ученый. Мы называем их кубуритами, если они кубуриты, суфити.
Мы называем их джахмитами, если они ашарити матуридити. Мы не берем от их религию Аллах Субхану. И у нас есть манхадж. Мы когда посмотрим, изучаем, или вот книга, вот сегодняшний какой-то ученый, да, если его слово, если он говорит, как говорили салафу салиха, если он понимает, как понимает салафу салиха, если его акида, как акида салафу салиха, да, мы его принимаем, уважаем. Это наш ученый. Ну, все люди называют его учеными, но его слово против слова салаф салиха, его дело против дела салаф салиха, его акида, его манхадж против манхадж салаф салиха. Если все вот в этом земле, все люди говорят, миллиарды говорят, что это он ученый, для нам это не ученый. Для нам кто ученый? Для нам тот, кто говорит Коран, Сунна, по мнению, по знанию, по пониманию салафу салих. Вот это мы должны знать, баракаллаху фик. Это 15 минут, это был мукаддима. Перед того, как я вам объясню худжу. Переведу довод. Перед того, как я вам хотел переводить довод, я вот этого хотел вам говорить, объяснять насчет ученый ихтилаф. Потому что сейчас в нашем время все джахмиты постараются день и ночь, чтобы доказывать, что есть ихтилаф, разногласия насчет оправдания по невежеству. Они вот этого день и ночь работают. А мы тоже должны день и ночь работать и доказывать, что нет оправдания по невежеству. И мы приводим вам этого в свое время. Альхамдулилlah, у нас все собрано, все. Не только вот один-два слова. У нас есть каждый таким темам, да, десятки, альхамдулилlah, кутуб, десятки книг, альхамдулилlah, в каждой теме. И после этого, баракаллаху фикум, они тоже хотят доказывать, что азирит это нормально. Тот, кто уравняет между мусульманином, мувахидом и мушриком. Ровно посмотрит. Говорит мушрик как мувахид мусульманин как мушрик. Да? Есть такие люди сейчас в наше время или нет? Да, многие такие. Не только обычные люди. Да, обычные люди, мы говорим джахл насчет азиру мушрика, есть узр джахл. Насчет азиру мушрика второй человек. Ну, ученые, студенты, нет у них узра. Баракаллах. Братья, давайте я вам объясню сначала книгу. Насчет азиру мушрика. Есть ли книга? Только написано насчет азиру мушрика. Есть ли книга такого? Есть, да. Абдул-Маджид хан Синди, тоже у него хорошая книга есть. Абдул-Маджид хан Синди. Хукм азиру мушрик. Альхамдулилlah, иншаллах, когда вы читаете этого, есть. Не знаю, по-русски есть или нет, думаю, есть. Альхамдулилlah, братья работает по русскому языку, насчет перевода, альхамдулилlah, братья работает, баракаллаху фикум, тот, кто переводит такие вот большие, сильные книги. Мы должны дуа делать за ним. Даже мы не знаем их имена. Пусть Аллах Субхану ва Тааля вот таких братьев, сестры, которые приводят такие книги из манхаджа Ахлю Суннати валь Джамаа. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сохранит их, и пусть Аллах Субхану ва Тааля даст им аджр. А вторая книга это ат-такфир, му'такаду ат-такфир, Халд аль-Мард аль-Гамиди. У него есть еще коротко и слишком ясным образом он объяснил. Это 2 или, не знаю, 5 листов будет. Хукм азир мушрик. И после этого есть другие книги, которые ученые собрали. Все ученые насчет этого говорят, собрали. А если хотите знать мнение всех ученых, посмотрите, каждый ученый, который у них есть шарху навакидуль ислам. Они говорили что-то насчет навакидуль ислама? Или они написали книгу насчет навакидуль ислама, да? Объяснение, разъяснение навакидуль ислама. Каждый ученый, который написал книгу шарх навакидуль ислам, это значит, он обязательно говорил насчет азируль мушрика, братья. Давайте посмотрите, книга навакидуль ислам, шарху навакидуль ислам. Десятки книг есть. Сотни книг насчет шарх навакидуль ислам есть. Некоторые из них джахмитские, мы должны знать, а некоторые
по манхаджу Ахль Сунна, а некоторые по манхаджу хизбитский. Хизбит. Если вы знаете манхаджа, читайте. Вот это говорите, вот это мадхалитский, джахмитский, это хизбитский, джахмитский, а это манхаджа Ахль Сунна валь Джамаа. А все ученые, которые, большие ученые, в наше время, а после вот уляма унаджда, посмотрите, все они одинаковым образом говорят. Все они, когда объясняют третий пункт навакаду ислама, они все одинаково разговаривают. Насчет этой темы, вот в нашем религии, насчет азиру мушрика, мы 1500 лет, говорим 1450 лет или 1460 лет, все одинаково говорим. Это наша религия. Мы должны говорить как салафу салих. А салафу салих говорили как пророк, саллаллаху алейхи, как сахаба. Сахаба изучали эту религию от кого? От пророка, саллаллаху алейхи. А пророк от Джабриля, Джабрил от Аллаха, субхану ва тааля. Вахи. Вот санадан по санад. Через каждого, да? Тот акида, который, идеология акида, который мы вот сейчас, после пророка, после 1440 или 50 лет тому назад, да, пророк изучал сахабов, мы сейчас объясняем вам, обучаем вам вот точно тот акиду, который пророк, саллаллаху алейхи, объяснил насчет этого. Одинаково перед нам были ученые тоже, например, ученый Наджда, перед него ученый, например, Ибн Таймия, Ибн Кайим, ученый, перед этого Аль-Лалакай, перед этого был Ибн Бата, и перед этого Ибн Джарир, Ибн Худайма, и перед этого. Война, идеологическая война, разбор акидов, да, между хакком, батлом, истинным и ложем, это постоянным образом. Постоянным образом. Поэтому, братья мои, баракаллаху фикум, альхамдулилля, это постоянно есть. Давайте начинаем доводить доводы. Первый довод, сейчас я вам объясню. Баракаллаху фикум, братья. Аллах субхану ва тааля говорит в сурат Ан-Ниса, 88 ая. Откройте книгу Корана, чтобы у вас не осталось ни одного сомнения. Никакого сомнения. Чтобы у вас не осталось никакого сомнения. Вы должны читать книгу Аллаха субхану ва тааля и знать. И понимать. И подчиняться. Баракаллаху фик. Сурат Ан-Ниса, 88 ая. Что говорит Аллах субхану ва тааля? Бад ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Говорит Аллах субхану ва тааля. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Да, мы должны говорить перед того, как мы вот это перевод делаем по русскому языку. Мы должны вам говорить, что есть люди, которые не разделяют между азиритов, как мы разделяем, как салафу салих разделяли, да? Азируль мушрик, который знает, понимает, как студент, ученый, все знает, и после этого не такфирит мушрика, у него нет узра, он мушрик. Азируль мушрик, короче, который не понимает, у него есть джахл, он не понимающий, у него есть какой-то шуб, это наш брат мусульманин, но у него есть слишком большие проблемы, которые мы должны для него донести довод. После того, как мы донесем для него довода, и он слышит, понимает, все говорит, да, ты правильно говоришь, я все понимаю, но после этого тоже говорит, нет, я не такфирую, я боюсь, это не для меня, это не наша религия, туда-сюда, он после этого станет кафиром. Но есть, мы должны знать, но есть люди, которые не разделяют между этим азиритом, который понимающий и не понимающий, не разделяют. Они говорят, все азирити, когда знающие, не знающие, все одному уровне, они кафири говорят. Но это неправильно. Когда мы этого аята как довод приводим, это довод. Открытый, конкретный, ясный довод. Довод приводим. Эти, которые не разделяют между азиритом,
они для нам делают и'тираз, не принимает этот довод и говорит, что отказывает принимать этого. Ну, альхамдулилля, манхадж ахлю сунна валь джамаа, братья ахлю сунна валь джамаа, мы этого изучали из ученых, которые насчет этого объяснит. Вот эта ая конкретным образом объяснит вам, азрит не знающий кто, азрит знающий кто. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. Братья, у кого есть возможность только для меня вот этого аята, вот точно это аята отправьте по русскому языку. Перевод, чтобы перевод аята это слишком тяжелый момент, я не смогу сам как-то по-русски как-то переводить, может быть. Ну, постараюсь. Если вы можете резко копировать и отправить меня по-русски. Потому что у меня нет русского языка. Или если какой... Шейх, баракаллаху, посмотрите фирку посмотрите еще. Да. Фамалакум фил мунафикин фиятейн. Ан-Ниса, аят 88. Почему же вы разделились по поводу лицемеров на две партии? Почему? Аллах Субхану ва Тааля спрашивает кого? Братья, Аллах Субхану ва Тааля сейчас, вот это вопрос, который Аллах Субхану ва Тааля дал. Кому дал это вопрос? Ас-сахабу. Ас-сахаба, которые были учеником пророка, саллаллаху алейхи во время пророка, они были. Вот все были перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субхану ва Тааля дал им такой вопрос, сильный вопрос. Спрашивал их. Фамалаку фил мунафикина фиатайни. Почему же вы разделились по поводу лицемеров на два партии? Почему? Ас-сахаба, о мусульмане, о мувахиди. Почему вы разделились на два часто по поводу мунафиков? Мунафики, вы знали, посмотрели, что это мунафики. А некоторые из вас что? Говорит, это муртад. А некоторые из вас говорит, нет, мы не можем делать такфир. Почему вы разделились насчет мунафиков? Валлаху аркасахум бима касабу. Тогда как Аллах вернул их в прежнее состояние за то, что они приобрели. Это что значит? Мунафики показали сначала себе мусульманина. Потому что манхадж ахлю сунна валь джамаа, что это? Мы принимаем ал-вахир. Мы принимаем вахир. Наружу. Когда посмотрим шахадатайн, кто-то говорит, читает молитву, у него нету ширка и куфра, это мусульманин. Мусульманин по исму. Мы говорим, да, мусульманин. Это не значит он, что мусульманин хакики. Мусульманин хукм исми, как говорит Барбахари, рахмахуллах, в своем книге. Муслимун исми лайса хакики. И он мусульманин. Когда его куфр выходит снаружи, он уже открыто, ясно делает какой-то куфр. Сначала мы не поняли, что он мунафик. После того, как он открыто делает какой-то куфр, говорит какой-то куфр или делает какой-то куфр, открытым образом, который мы понимаем, слышим и посмотрим на него. И мы поняли, что эти уже делали куфра. В этом случае они вернулись к чему? Прежде своему. Они были сначала кафиром, потом показывали себя, как будто они мусульманинам, и потом после этого Аллах Субхану ва Тааля их не тот, что в их сердцах был Аллах Субхану ва Тааля вот этого, так что вот так делал, чтобы они вот выходили снаружи, все люди посмотрели, что они делали куфра, они стали мунафиком, а после этого, когда они увидели, что они мунафики, кафири, потому что они делали какой-то куфру лакбара, после этого сахаби разделились на два части. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля таким образом спрашивает их, сильным образом. Баракаллаху фикум. Как Аллах вернул их в прежнее состояние за то, что они приобрели. Неужели вы хотите наставить на верный путь того, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение? Для того, кого Аллах ввел в заблуждение, ты не найдешь пути к спасению. Баракаллаху фикум. Это ая. Посмотрим, что говорит Ибн Джарир ат-Табари. Если вы посмотрите Ибн Джарир ат-Табари,
один из книга Салафа. Ибн Джарир Табари умер, рахимахуллах, в 310 хиджри, один ученый салаф. Он говорит, قال أبو جعفر сказал Ибн Джарир Табари, Абу Джафар, يعني جل ثناؤه بقوله فما لكم في المنافقين فئتين فما شأنكم أيها المؤمنون. Он говорит, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что случилось с вами, о мусульмане, му'мини, ахли нифак, фиатайни мухталифатайн. Почему вы насчет мунафиков, которые вы видели, стали два часто? Группа. والله أركسهم بما كسبوا يعني بذلك والله ردهم إلى الأحكام أهل الشرك. Посмотрите, как Ибн Джарир Табари говорит. Для меня не читайте какой-то книги джахмитский. Что там они не сделали ширка куфра. Вот салафу салих, когда шарх делает, тафсир делает Корана, вот это значит. Он говорит, والله ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. Аллах Субхану ва Тааля такфирировал их. Сказал, они мушрики. А вы видели, что у них есть ридда. Почему вы разделились на два части? Вы должны стали в одном частом. Никогда не разделяетесь. Насчет мунафиков, которые делают куфр ширк аль-акбара, всегда такфируйте их. Вот это значит. Эти люди, которые сахаба насчет их ихтилаф делали, кто были они? Много слов есть. Из этих вот тафсири Ибн Джарир Табари, посмотрите, Ибн Сулейман Мукатиль, Ибн Аббас и другие ученые говорят, Багави, Абу Хатим ар-Рази, нет, тафсир Ибн Абу Хатим ар-Рази. Тафсир Ибн Абу Хатим ар-Рази, тафсир салаф. Салафу салих, все они разные слова говорили, разные группировку объяснили. Ну, все мнения салафу салиха будет единогласным, что они были мунафики, делали какой-то куфр акбар. Ну, ученые акида, все ученые акида, которые разговаривают насчет акида, у них есть книга насчет акида, сунна или против ахль бид'a, радду аль джахмия, многие вот ученые мутакаддимин, и даже из салафа, и после того в нашем веке, в нашем время, которые ученые насчет, альхамдулилlah, защищают акида ахлю сунна валь джамаа, и вот крепко стоят, альхамдулилlah, ассабат индахум перед мушриков и объяснять им религию Аллаха Субхану ва Тааля, они все единогласным образом, много ученые говорят, что эти люди, которые сначала были мусульманином и после этого стали кафири, кто были они? Они были в Макке, мустаз'аф. Вот слишком тонкие моменты, вы должны слишком тонкие моменты, вы должны слышать. Послушайте. Пророк саллаллаху в Медине, все мусульмане в Медине. Ну, в Макке тоже были мусульмане. Новые мусульмане, принимали люди ислам. Ну, они скрыто держали свою религию. Они были мустаз'аф. Мустаз'аф это значит, как Аллах Субхану ва Тааля говорит. Есть мусульмане, которые яктуму имана. Он скрывает свой иман, ислам, потому что он мустаз'аф, у него нету силы. Были люди в Макке, среди мушриков, курайшев, мусульмане. Аллах, ну только Аллах Субхану ва Тааля знал, что они мусульмане. Они жили там. Они могли бы делать хиджру, не делали хиджру, не покинули эти курайш даруль куфра. Не делали хиджру к пророку, саллаллаху саллям. А во время войны Бадра, когда курайши поняли, что пророк, саллаллаху саллям, выходил из Медины, и он в Бадре ждет вот ихнее вот, имущество с сахабой, 314 или 315 сахабам там ждет, когда поняли этого курайши, мушрики, они собрали все мужчины, которые есть в Макке, и
они не дали ни одного возможности, чтобы они вернулись позаду. Они все, они точно ясно говорили, ты мусульманин или ты не мусульманин. Ты сейчас или либо с нами выходишь в войну против пророка, либо мы сами тебя вот только что вот здесь убьем тебя, вот здесь. Эти мусульмане, Мустазафи, говорили, ну, войдем, не принимаем, войдем, давайте с мушриком будем. Может быть, они что-то думали, не знаю. Эти муслимы, которые жили в Макке, с мушриком, вместе с мушриком, приехали в Бадр, воевали. Они стояли с мушриком против пророка, саллаллаху алейхи. Против пророка, саллаллаху алейхи. А в этом случае, когда ас-сахаба, некоторые сахаба посмотрели, некоторые мусульмане там стоят. Некоторые мусульмане, которые знали, а некоторые многие не знали. У них появилась проблема. У них таким образом, они поэтому разделяли. Вот сахаба разделяли на два части. Многие из них говорили, вот эти муслимы, вот эти мусульмане, которые из Макка выходили с мушрикой, сейчас стоят на их вот эти армии, да, против пророка, они муртадди. Нету нам проблемы. Они кафири, все. А некоторые говорят, мы не сможем. Что? Вот как? Они не смогли делать такфир. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля для них таким сильным образом говорил, почему вы разделяете на два части? Это значит что? Что значит? Не разделяйте на два части. Аллах Субхану ва Тааля вот так делал, чтобы они стали заблудшими. И ихний хукм ширк. Они мушрики. Вот. Это что значит? Это значит, тот азируль мушрик, который, не понимая шубхой, не такфировал какой-то муртад, не понимая шубхой, он не смог. Это значит, он не кафир, потому что у него есть шубха. Ну, он слишком в неправильном или у него есть слишком проблема. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля слишком сильным образом им сказал, чтобы никогда не разделяйте насчет хукмуль мушрика. Поэтому ученые говорят, тот мусульмане, который, понимая, зная мушриков, не такфирует, они кафири. Ну, тот азерити, который, не зная, или либо какой-то у него есть шубха, не такфирует мушриков. Мы резко не такфирим. Они наши братья, мусульмане, но они слишком большом, у них есть слишком большом проблеме. Мы должны наставить их. Насиху делать и доносить худжу, как ая. После того, как эта ая, вот после того, как Аллах Субхану ва Тааля отправил это ая к пророку, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читали это, все. Сахаба резко принимали, стали единогласным, что вот эти, как называемые, себя назвали мусульманами, стали кафир. Баракаллаху фик. Насчет этой темы мы должны еще когда-нибудь разговаривать, потому что насчет вот только вот эти темы мусульмане, которые жили в Макке, да, хавариджити по-другому понимают, джахмити вот по-другому понимают, и ахлю сунна валь джама по-другому понимают, которые я только что вам, некоторые из них понимают. Это один из большой худжа, который тот, кто не такфирует мушриков, Аллах Субхану ва Тааля для них приказал, что вы должны такфировать мушриков. Это почему мы говорим худжа? Аллах отрицал их, люди, которые не такфировали мушриков, Аллах Субханаху ва Тааля отрицал их и говорил, почему вы не такфируете? Что случилось? Субханаллах. Если кто-то думает насчет этой ая Субхану ва Тааля, если он не понимает такого вот азируль мушрика, да, я думаю, после этого Аллах Субхану ва Тааля откроет его сердце насчет этой темы. Когда Аллах открыто говорит, почему вы разделяетесь насчет вот эти люди, которые стали мушрики, они мушрики. Аллах для них поставил хукм мушрика. А почему вы разделяли? Некоторые из вас
правильно говорит мушрик, а некоторые говорят нет. Почему? Это для кого? Для тот люди, которые не такфировали. Субханаллах, это религия Аллаха Субхану ва Тааля. А если сейчас мы этого говорим, вот посмотрите нашу религию, да? Коран, а Корана я сам понимал, да? Нет, я сам от себя я ничего не говорю. Тафсир посмотрим. Ибн Джарир Табари, один из ученых салафа, он вот таким образом говорит, и после этого там есть хадисы много, достоверные, и много из слов ученых салаф салих. Аллаху Акбар. Вот это наш вот манхадж, который разделяет нас разделяет Ахлу Сунна валь Джамаа из этих бидатчиков, мушриков или другие эти каламити или фальсафити. Потому что мы говорим, наш манхадж это Коран и Сунна с пониманием салафу салих. Вот это с пониманием. Тоже ашарики тоже говорят, некоторые, многие из них говорят, да, наш манхадж тоже Коран и Сунна. Рафидиты говорят тоже Коран и Сунна. Хизбиты говорят, Мадхалиты говорят Коран и Сунна. Ученые, тагутские ученые говорят тоже Коран и Сунна. Но проблема в том, что они понимают Корану и Сунну по-своему. Каждый из них по-своему. Например, ашарити матриди говорят, все аяты, калам Аллах и Сунна пророка, когда противостанет в нашем разумом, если наш разум не смогут понять это ая, это значит, наш разум станет перед Кораном и Сунна. У них разум перед Кораном и Сунна. Это значит, что они не понимают Коран и Сунна по пониманию салафу салих. У них ничто не значит пониманию салафу салих. Поэтому кто-то из вас когда-нибудь где-то слышал ли ашаритов, матуридитов, суфитов или другие эти бидатчики, даллю мудилль, джахмитов, что они говорили, вот это понимание салафу салих. Нет, никогда не говорили. Просто они толковают от себя. Каждый из них по-разному. А мы всегда должны говорить, что Коран и Сунна, и вот это слово ученых салаф, и должны приводить где-то. Если кто-то не знает это манхадж, субханаллах, в ближайшем время заблуждает. Вот это, вот вы должны знать. Если кто-то не знает этого, что Коран и Сунна мы должны всегда понимать по пониманию салафу салиха, не в нашем понимании, а не понимать, вот как поняли вот эти ахли бидачки, да, ихним пониманием. Нет, только салаф салих. Почему? Кто сказал этого? Потому что Аллах Субхану ва Тааля сам сказал. Аллах Субхану ва Тааля сказал в своем книге, в своем слове, что فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Если они уверуют, как вы уверовали, они будут в правильном пути, они будут мусульмане. Это значит, если вы понимаете, если вы принимаете, если ваше понимание, как сахаба и табиин, и хайрул курун, это значит, вы в правильном пути. А если ваша акида, ваше понимание противоречит пониманию сподвижников пророка, саллаллаху алейхи саллям, и после сподвижников ат-табиина, это значит, вы заблуждением. Даже если все мир вам говорят, что вы, маша Аллах, вы мусульмане, вы хорошие, туда-сюда, это не значит, что вы мусульмане. Да, люди говорят, много что люди говорят. Субханаллах, некоторые люди Ленина говорят мусульмане, некоторые Гитлера, а некоторые все кубуритов говорят мусульмане. Насчет... Это не принцип для них. Вот. Самое главное, что перед религией Аллаха Субхану ва Тааля ты был чистым и мусульманином. Перед Аллахом Субхану ва Тааля. Это один из важнейших доводов из Корана. Баракаллаху фикум. Второй довод, который азируль мушрик кафир. И один, это такфир азируль мушрик. Такфир мушриков один из важнейших вещей во время... Извиняюсь. Баракаллаху фикум, во время Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху анху, все мы знаем, что
после того, как умер пророк, саллаллаху саллям, первый год, мы что, вот когда мы читаем сиру пророка, саллаллаху саллям, и после его сподвижников, да, первый, самый лучший из них, из сподвижников пророка, саллаллаху саллям, Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху анху, 2,5 года он управлял, он был халифом, ради Аллаху анху. Первый его год управления называется Амур Ридда. Амур Ридда. Год Ридда. Год, который многие, которые были во время пророка, саллаллаху саллям, мусульманами, тысячи людей во время пророка, саллаллаху саллям, когда жил пророк, саллаллаху саллям, они были мусульманами. После того, как пророк, саллаллаху саллям, умер, они резко стали кафирами. Некоторые. Сколько пророков тебе, субханаллах, пророк, саллаллаху саллям, что сказал? После меня будет ужильцы, которые говорят себя, называют себя пророков. 30 они будут 30, да? А после того, как умер пророк, саллаллаху саллям, резко некоторые из них уже начали себя назвать пророком. Мусайлима, Мухтар и один женщина, 3-4 уже называли себя пророком после пророка, саллаллаху саллям. У них есть доказательства, как будто, да, они всю религию принимали. Они говорят, у нас есть все религия, ничего не понимает, ничего другого не делаем, ничего не изменяем из религии пророка Мухаммада, ничего не изменяем. Только один вещь добавляем. Что это? Например, Мусайлиматуль Каззаб, ла'анахуллах. Добавляем, что Мусайлима тоже был пророком. Субханаллах. Тысячи людей, которые были там в это время, были джахили. Не смогли читать, не смогли написать. У них не было телефона, интернета. Никто нету, чтобы спрашивали. Когда Мусайлиматуль Каззаб сказал, что я пророк, саллаллаху салям, для меня сказал: о, Мусайлима, после меня ты будешь пророком, ты мой, вот, после меня ты, такие вот ложь он сказал, и после этого говорит: вот это ваш самый лучший, чистый человек, который вы говорите, что он ваш самый лучший человек, он этого доказывает. Это значит, что у Мусайлиматуль Каззаб были ребята, которые он купил. Мусайлиматуль Каззаб купил все высшие уровни людей, которые как управляющие кабилой, да? Старые люди, которые все уважают, они стали возле Мусайлиматуль Каззаб, говорили: о, люди, да, мы тоже слышали, что пророк говорил, что Мусайлиматуль Каззаб, мы говорим, Мусайлима это пророк после пророка. Они свидетельствовали в ложь. Ахзахумуллах. Люди, которые не понимают, не читают, нету интернета, телефона, чтобы звонили Абу Бакру, ради Аллаху. Ничего нету. Они поверили. Джахилам, та'вилам, и их обманывали. А сахаба что сказали? Сахаба такфировали Мусайлиматуль Каззаб. А тот люди, которые принимали, что сидели там, что Мусайлиматуль Каззаб стал пророком. Джахили. Женщина, мужчина, старый, не старый, читает, не читает, поняла, не поняла, понял, не понял. Все такфировали единогласно. А тот, кто не такфирует Мусайлиматуль Каззаба, всех их такфирует. Даже в таком образе. Вы знаете, что Мусайлиматуль Каззаба убили, и после этого некоторые из них под арестом и тауба делали. Некоторые из них тауба делали, да? Обычные люди, которые поддерживали Мусайлиматуль Каззаба. И их отправил Умар, ради Аллаху, или Сахаба, ради Аллаху, отправил к Ирак, Куфа. Там один из них через некоторое время говорил: Мусайлиматуль Каззаб, Мусайлима тоже не был плохим мужчиной. В мечети он говорил в салатуль магриб, в молитве магриба он говорит так, между людей. В мечети был некоторым риваятам десятки мусульмане, некоторым риваятам 110 или 120 людей в мечети. Один из них станет говорить: я думаю, говорит, Мусайлима
тоже не был плохой парень, нормальный мужчина был. Вот эти 100 людей или десятки людей слушали этого, не отказывали и не отрицали, просто тихо сидели. Слышали, тихо сидели, слышали. Вот эту сообщили к Абдуллах ибн Мас'уд. В это время Абдуллах ибн Мас'уд был амиром в этом Куфе. Сообщили Абдуллах ибн Мас'уд, что один, вот это, который тауба делал, мы читали, мы думали, что он мусульманин, потому что у него не было куфра, ширка, он читал молитву во время салат аль-Магриба, он таким образом сказал. А другие просто сидели. Что мы должны делать? Амир Абдуллах ибн Мас'уд, радиаллаху анху, сахабату джалиль, сказал, что тот, кто этого сказал, у него даже таубу мы не принимаем. Все, у него хукм муртад. Таубу даже не принимаем. Он кто? Кафир, который слишком ясный кафир, даже тауба у него нет. А вот эти 100 людей, десятки людей, которые сидели, слышали, не отрицали, не такфировали его, кто они? Они тоже кафиры. Но для них есть еще один шанс. Это что? Иститаба. Это что значит? Это значит, что вы все тоже азерите, кафиры стали, не отрицали его, не такфировали его, просто слышали тихо, вы тоже кафиры, а вы должны таубу делать. Вот это сахаба пророка. Абу Бакр Сиддик, радиаллаху, посмотрите еще раз. Когда некоторые люди говорили, что мы во время пророка, саллаллаху салям, дали свои закаты на пророка, саллаллаху, а во время, после того, как умер пророк, саллаллаху, мы закат не даем никому. Они не говорили, что в религию Аллаха нету закат. Они не отрицали закат. Они знали, что закат, аз-закат, ас-салат ва-закат, это религия Аллаха субхану ва тааля. Буня аль-исламу аля хамсин шахадата ла иляха илля Мухаммаду расулуллах ва икама салават закат. Они знали это. Они не отрицали, что закат нету в религии. Они говорили, есть в религии закат. Просто закат мы не даем Абу Бакру. Абу Бакр такфировал. Все сахабы имам такфировал. После этого у них была война между ними. А в войне выиграл Абу Бакр Сиддик, радиаллаху. Что случилось? Многие из них умерли убитыми, а тоже многие из них после того, как они сломали, да, вот после того, как выиграли сахаба, многие из них мужчины бросали свои мечи и сказали, что все, мы не воюем, мы сдаемся, все, мы принимаем религию обратно еще, и мы стали мусульманами. Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, не принимал от их это ислам. Они говорили, ашхаду алла иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах. Все, Абу Бакр Сиддик прав. Мы были насчет этого неправым, да, насчет заката. Мы даем закат Абу Бакру. Они думали, это все, что они обратно еще в религию заходили, да, стали мусульманами. Абу Бакр Сиддик отказывал от этого. Абу Бакр Сиддик говорил, вы не будете мусульманами. Вы не будете мусульманом до того, как вы, до того времени, который вы должны сначала такфировать себя, который вы, вашим акидам, который вы были раньше. Да? И после этого вы должны говорить, что тот, кто умерли от нас, нашим убитым ребятам, которые умерли от нашей стороны, они в аду, а тот, кто умерли от стороны ас-сахаба Абу Бакр Сиддик, радиаллаху, из его армии, они в раю. Вы должны такфировать себя, который вы сначала отказывали от заката. Вы должны говорить, что мы стали кафиром, мы были кафиром. Наш убитый, наши дети, отца, которые умерли ради этого, они в аду постоянным образом. Мы были кафир. А после этого вы говорите, ашхаду алла иляха илляллах, ашхаду Мухаммаду расулуллах, после этого вы будете мусульман. Это что значит? Это значит, если вы не такфируете себя насчет того куфра, который вы делали, если вы не такфируете тот люди, которые умерли ради вашей эти куфрские идеи, вы никогда не будете мусульманом. Это хукм азирул мушрика. Азирул мушрика, который куфра делает, не такфирует. Ни себя и ни другим.
Поэтому некоторые люди думают, азируль мушрик это только для других. От этого кисса Абу Бакр Сиддика мы понимаем, что если кто-то принимает таухид, изучает таухид, альхамдулилlah, стал мувахидом, и после этого говорит, что когда я был джахилиетом, когда я был в джахилие, в этом время тоже я был мувахидом. Он говорит, что перед таухидом, перед того, как я изучал таухида, я был мувахидом. Когда он был суфитом, кубуритом, рафидитом, считает, в то время, когда он был рафидитом, в то время, когда он был кубуритом, в то время, когда он был хизбитом, он говорит, что я был там тоже мусульманин. Я никогда не говорю, что я был кафром когда-нибудь. Это он тоже азирит, оказывается. Дает узр себе, который он делал куфруль акбар, большой ширк. Не принимает, что он был кафром, чтобы в правильном дверь заходил к исламу. Вот это пророк, вот этого пророк, саллаллаху, обучал Абу Бакр Сиддика. И Абу Бакр Сиддик, когда эту хукм давал, говорил, что вы никогда не будете мусульманом до того, как вы сначала такфирите себя, потому что вы отказывали от заката. Отказывали, вы стали кафром. Вы должны этого знать, что вы стали кафром. Вы должны говорить, что мы были кафром. После этого вы должны таубу делать. Если вы говорите, нет, мы тауба делаем, мы принимаем закат, мы подчиняемся тебе, но мы не были кафром, это значит, вы до сих пор не знаете куфр, что такое. Как некоторые суфиты, братья, мы видели. Некоторые суфиты, у нас был мунавара насчет оправдания по невежеству, есть ли оправдание по невежеству или нет. Они сломались, таубу делали. Перед нами, перед студентами Ахлю Суннат валь Джамаа. После этого мы разговаривали, у нас был мунавара, диспут насчет азируль мушрика. Они тоже таубу делали. Они сказали, альхамдулилlah, мы поняли. Оправдания нет, оправдания по невежеству, после этого азируль мушрика. Оказывается, через 2-3 года они говорят, через 2-3 года мы поняли, что они говорят, что когда мы были перед этого суфитом, мы в то время тоже были в правильном пути. В то время тоже мы были мувахидами. Ауду билля. Если они были мувахиди, когда были суфитами, почему они таубу делали? От чего они таубу делали? Они говорят от больших грехов. Не от куфра и ширка. Субханаллах. Это тоже азирити. Это тоже азирити называется. Братья мои, баракаллаху фикум. Эти доводы вы должны знать, баракаллаху фикум. Субханаллах. Я вот сейчас 57 минут говорю, ну до сих пор ясным образом, вот это все худжа. У нас есть много худжа. Абдуллах ибн Зубайра, вот жена Мухтара и другие. Давайте читаю некоторые, баракаллаху фикум, слова ученых, чтобы еще яснее стал. И после этого, чтобы мы закончили нашем уроку, закончили объяснение третий навакад ислама, третий сломающий ислама, чтобы это наш урок, чтобы был последний урок. Насчет это третий. И начали другому. Посмотрим, как получается. Если братья хотят еще начинаем, может быть, еще один урок, иншаллах. Давайте читаем мнение салафу салиха. Что сказали салафу салих насчет азир мушрик? Чтобы вы поняли, сначала перед того, как мы читаем салафу салиха, перед того, как мы приводим слово ученых салафу салиха, давайте я приводу вам слово уляма ун-наджда Сулейман ибн Абдуллах, который слишком красиво и слишком точно ясно сказал. После того, как вы понимаете слово ученых из наджда, после этого, иншаллах, легче будет понимать другие ученые. Баракаллаху фикум. Через них салаф салих. Книга Дура Сания, Аджат Надждия, 8 главу, 160 листом, приводит, что сказал الشيخ سليمان بن عبد الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: من كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من الكتاب من كتاب الله ومن سنة رسوله على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على من شك في كفر الكافر فهو كافر. Тот, кто у него есть сомнения
куфр, в куфре мушриков. Тот, кто у него есть сомнение, что эти мушрики стали мушриками или не стали. Или он не понимает, у него есть шубха какой-то, или не понимает их куфр. Таким людям мы должны объяснять, говорить. Таким людям, которые, не зная, не такфируют мушриков, мы должны для них объяснить, что адилля из книги Аллаха Субхану ва Тааля и сунны пророка саллаллаху алейхи вассалям. Объяснить им, что тот, кто делает ширка и куфра, они станут кафиром. После того, как вы приводите довод, объясните ему, что тот, кто делает куфр, он кафир, тот, кто делает ширку акбар, мушрик, понимая, отрицают, понимает, довод дошли, все знает, понимает, говорит, нет, я не такие. Он тоже станет кафиром. Баракаллаху фикум. Это ясно. Алхамдулилlah. Субханаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баракаллаху фикум. Это один из важнейших слов ученых, которые вы должны понимать. Абу Тайн, рахимахуллах, сказал: ومن قال إن من أتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. لأن قالوا هذا القول مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. Тот, кто говорит, что все люди, которые говорят шахадатайн и читают молитву, никогда нельзя их такфировать, даже если они делают ширкуль акбар, куфруль акбар. Если они поклоняются, поклонники даже стали, да? Нельзя такфировать их. Вот это, который говорит этого, что говорит? Нельзя такфировать тот, кто делал куфр ширк. Он кафир, говорит. Потому что если кто-то сомневается, что тот, кто делает куфр, кафир, если сомневается, он кафир, потому что он отрицал религию Аллаха Субхану ва Тааля. И сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и иджма, и нагласие мусульманов, ученых. Братья, баракаллаху фикум, мои слова понятны? Вы понимаете? Потому что просто привожу. Не знаю, по-русски у меня получается, вы понимаете или не понимаете. Потому что если не понимаете, говорите мне, если непонятно. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Все хорошо, шейх, джазакумуллах. Баракаллаху фик, джазакаллах. Джазакаллах хайр. Ну, мы хотим, Шейх, чтобы вы объяснят, брат. Да, брат. Да, брат. ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. У нас урок, брат. Вы знаете, вот наши условия, что между уроком нельзя говорить. Баракаллах. Я не знал, устаз там, извиняюсь. سبحان الله. قال الإمام أبو حاتم الرازي вот сейчас, после того, как вы поняли азр мушрика, мы вот вам объясняли два слова из ученых наджда. Сейчас начинаем третьи слова. Ну, эти слова уже салафу салих. В книге Табакатуль Ханабила, первую главу, 286 лист, имам Абу Хатим ар-Рази, вы знаете имама Абу Хатим ар-Рази? Это один из персидских ученых, салафу салиха, из Хурасан, который он умер 277-й, 8-й, есть некоторые 7-й, 8-й. Баракаллаху фикум. Один из больших ученых, мухаддис салафу салих, из Хурасан. قالت من زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر كفرا ينقل به عن الملة.
ومن شك في كفر ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر ومن كان جاهلا علم فإن عذعن بالحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر. سبحان الله. Слишком открыто, явно. Открыто, слишком, машаллах. Тот, кто говорит, что Коран – это махлук, создание Аллаха Субхану ва Тааля. Коран – это не слово Аллаха. Отрицает слово Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит, Коран – это не слово Аллаха. Коран – это создание Аллаха Субхану ва Тааля. Они говорят, что Аллах не говорил Корана, Аллах создал Коран. Аллах говорил кун фаякун. Аллах сказал будь Кораном. И таким образом они говорят, создал Аллах Субхану ва Тааля Коран. Субханаллах. Тот, кто этого говорит, что Аллах Субхану ва Тааля не говорил Корана, создал Корана. Коран махлук. Создание Аллаха Субхану ва Тааля говорит, творение Аллаха Субхану ва Тааля говорит, он кафир. Куфр, который его выходит его из рамка ислама, из милля ислама. Куфр, который куфрул акбар, станет кафром после этого. А тот, кто وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمْ, а тот, кто слушает, понимает, посмотрит, понимает, что кто-то делает куфрул акбар, понимает, что он делает куфрул акбар, понимает, что он делает ширкул акбар. Все этого понимая, не такфиривает делающий ширков куфров. Он кафир. Понимающий азируль мушрик. Понимающий азируль мушрик. Кафир. А если он не понимает, джахиль, в этом случае, وَمَنْ كَانَ جَاهِلًا, а если кто-то азируль мушрик, который джахиль, в этом случае для него мы будем объяснять, обучать его, а после того, как он изучал, понимал, принимает, альхамдулилlah. Если не принимает, после этого он станет кафир. Кто это вы говорите? Абу Хатим ар-Рази. И тоже этого его сын Ибн Абу Хатим ар-Рази в своем книге, который написал Акидату ар-Разиян или Асу-Сунна ва И'тикаду-д-Дин, единогласном, это единогласие ас-салафу салих ан этой теме. Все ученые салафу салиха единогласно говорили этого. Субханаллах. Сейчас в нашем времени отрицает этого. Сейчас в нашем времени говорит это акида хавариджи, акида такфиритов. Это что значит? Они кого говорят такфирити? Они кого называют хавариджити? Пророку, саллаллаху саллям, который обучал ас-сахаба ат-таби'ина, ат-таби'ин. Это акида единогласие ученые из салафу салиха, единогласным образом. Вы знаете, что значит единогласие? Ни одного ученого из салафу салиха не отказывали от этого. Они все говорили, да, вот это наша религия, вот это наша религия. Все написали в своем книге, все сотни книга, которые сотни раз там написано это. Хукм азируль мушрик. Хукм оправдывающий, положение оправдывающих мушриков. Разделение на два чувства, если он понимает кафир, если не понимает, для него мы будем доносить довода, если он после того, как понял, понимая, не так приводишь, после этого станет кафиром. Все это, все, несколько раз. Харб ибн Исмаиль Кирмани, ибн Аби Хатим ар-Рази, Абу Хатим ар-Рази, Ахмад ибн Амбал, и Исаак ибн Рахава, и Мухаммад ибн Наср Марвази, и много ученых, которые вы знаете сами. Баракаллаху фикум. Субханаллах. После 1450 лет, после этого, после 1000 лет, да, после 1400 лет, субханаллах, акидату салаф, тот акида Аллах Субхану ва Тааля, который приказал нам, чтобы мы держались с этой акидой, стали назвать этого хавариджит. Это хавариджитский акид. Аллаху муста'ан. Аллаху муста'ан. Это не только в нашем времени, это давно уже так стало. Давно уже так стало. Субханаллах. Ну, всегда во всем времени есть люди, которые держат в Коране, Сунне по пониманию салафу салиха, и есть умма пророка, саллаллаху алейхи истины, который لا تزول طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
Есть такие люди. Всегда, пророк говорит, всегда. До судний день есть люди, таифа, это значит, таифа это до тысячи, да, до тысячи. Есть люди, которые держат религию Аллаха Субхану ва Тааля, даже если все заблуждаются, они не будут. Они в истинном пути всегда. Если все люди боролись с ними, отказывая все, что они хотят делать, никогда не может какой-то для них плохие, что-то плохое причинить для них. Всегда не в истинном пути, всегда у них есть изза, всегда они говорят правильную и истину. Баракаллаху фикум. Всегда есть. Ла тазал. Альхамдулиллах. В наше время тоже. Субханаллах, посмотрите. Посмотришь джахмит, посмотришь джахмит, посмотришь джахмит. Сколько видов джахмитов, сколько разных видов джахмитов. Как они работают. Как некоторые из них аккуратно работают, чтобы даже в некоторые моменты Ахлю Сунна не понимает, что он джахмит, а через некоторое время откроется его лицо, посмотришь, он джахмит. Аллаху муста'ан. Поэтому мы должны изучать свою религию. Должны изучать свою религию из салафу салиха. Если кто-то говорит, во время салафу салиха не был ясным, религия не был ясным, а после салафу салиха наша религия стала ясным, кто? Заблудящий, как аш'арит, матридит, которые говорят, ас-салафу аслам ва ахкам вал халафу а'лам. Салафу салих говорит, у них не было многих фитна, они да, вот таким образом хорошо жили, они были в истинном пути, но это говорят халаф, аш'арит после салафа, после некоторое время, сотни лет, они говорят а'лам, у них знания больше, чем салафа говорят. Субханаллах, такие каида для себя создали. Поэтому всегда аш'арити читают свою книгу, которая написана после салафу салаф, после 300 лет, 400 лет, 500 лет. Они никогда не читают книги салафу салаф. И многие у них есть вот каида. Мадхали там, все ахли бида, всегда скрывают книги салафу салаф. Информация не дает, как будто нет у салафу салаф книги. Мы говорим, религия, которую Аллах Субхану ва Тааля послал, отправил пророк, саллаллаху саллям, с этим религией, был ясно. Во время сахаба и табиин, а после табиина, табиин, они вот эту религию открыть ясно написали. Все книги. Салафу салих есть все книги. Все мухаддис салафу салих, все муфассири салафу салих. Баракаллаху фик. قال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم في عقيدة أبيه وأبي زرعة أصول واعتقاد أصول السنة واعتقاد الدين. Второй лист. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفر ينقل من الملة ومن شك في كفر ما يفعل فهو كافر. тоже такфир هذه المشكلة. А некоторые говорят, да, мы принимаем эти слова ученых, но это в общем говорят. Они общие говорят. Они говорят, общие говорят. Одному конкретному человеку, который стал джахмит, ни одного ученых салафу салиха не такфировал. Это что значит? Это один еще большой тема, который вот давайте, иншаллах, в следующую неделю мы будем говорить насчет этой темы. Что? Есть люди, которые говорят, мы все доводы, которые ты привел, принимаем. Мы говорим, что да, азируль мушрик кафир, азируль мушрик разделяем на два части, знающий, не знающий. Все, что ты говоришь, то у довод, который ты привел, все это мы принимаем. Ну, у нас есть разногласия между нами и тобой, говорят. Что это разногласие? Говорят, мы этого все принимаем, общим образом говорим, что азируль мушрик знающий кафир. Ну, когда получается какой-то азируль мушрик, знающий перед нами стоит, мы не такфируем. Почему мы говорим? Почему вы не такфируете какой-то азируль мушрик, который знает 100%? Они говорят,
Потому что салафу салих никогда не такфировали одному конкретному человеку. Они отказываются от такфируль муайян. Они принимают такфируль мутлак или такфируль, давайте говорим, да, такфируль мутлак. Такфируль мутлак это что? Тот, кто делает ширкуль акбар мушрик. Тот, кто делает куфр акбар кафир. Говорят. Или говорят, тот, кто авир мушрик, знаешь, кафир. Такфируль мутлак говорят. А такфируль муайян один конкретному человеку, который делает ширкуль акбар. Или куфр акбар. Или авир мушрик конкретный человек, который знает уже довод, даже все знает. Они говорят, нет, мы не сможем такфировать конкретному человеку. Это заблуждение, это тоже такфирит, и туда-сюда начинает. Это тоже джахмити. Вы должны знать, тот, кто отрицает такфируль муайян, тот, кто не принимает такфир личности, да? Да, у нас есть условия, которые салаф салих сказали, говорили, объясняли. А Коран сам объяснил. Сурат Ан-Нахл, 106 ая. Это условие. Условие такфир муайян. Такфир личности. Ман кафар бада имани илля ман укриха. Субханаллах. И они тоже джахмиты. Это что значит? Тот, кто отрицает такфир личность. Говорят, мы говорим, что ширк это ширк, тот, кто делает ширка мушрик, одному человеку, личностью, который конкретному человеку мы не сможем говорить. Это хавариджи делает, говорят. Они тоже назвали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не только наш пророк, все пророков назвали хавариджи, потому что ученые говорят, ма джаа набийюн минал анбияи илля биму'такади такфир. Ни одного пророка Аллаха субханаху ва та'аля не были, ни одного пророка Аллаха субханаху ва та'аля, кроме как они такфировали. Все религии, которые Аллах субханаху ва та'аля отправил, все религии, которые Аллах субханаху ва та'аля отправил, от Нуха до пророка Мухаммада саллаллаху саллям, все эти религии, у них был такфир. Му'такаду такфир. Это му'такад религия всех пророков саллаллаху саллям. Почему мы начали от Нуха? Потому что во время Адама алейхиссалам до Нуха не был ширка. Адам алейхиссалам, его сыновья, все жили мувахидами. Но у них был акида того, у них был ли акида, что тот, кто делает ширка, мушрик? Да, Адам алейхиссалам знал, что если он или его сыновья делает ширка в этом земле, он станет мушриком. Да, они знали. Поэтому 2000 лет началом этом земле, вот когда люди жили, да, от Адама до Нуха, 2000 лет. Почему Адам жил, алейхиссалату вассалам, 1000 лет, и после этого еще 1000 лет его сыновья, 2000 лет они жили мусульмане. Почему? Потому что они насиху делали. Они знали, что тот, кто делает ширка, мушрикство. А после этого, когда по чуть-чуть они забили свою религию, и шайтан тоже их обманывал, ширк появился. Как мы знаем, первый ширк во время каума Нух, алейхиссалату вассалам. И после этого начал вот эта проблема между истиной и, баракаллаху фикум, ложью. А от этого времени до нашего времени все пророки, которые Аллах субхану ва тааля отправил, с религией, которой у них есть такфируль мушрик. Всегда. Без такфира ни одного пророка саллаллаху. Хафизакум Аллах, братья. И баракаллаху фикум. Эти доводы, иншаллах, братья, русскознающие наши братья, которые вот есть, если бы они переводили, да, делали перевод, тот, что я написал по-таджикскому, по-русски, чтобы они переводили, каждый день одному, маленький. И еще чуть-чуть добавим, будет один маленький, хороший рисала, книга для наших братьев, помогающих нашим братьям понимание религии Аллаха субхану ва тааля. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, постарайтесь, чтобы это переводить на русском языку. И, иншаллах, создадим какую-то рисалу маленькую. Некоторые вещи чуть-чуть еще добавим, чтобы эти вещи, альхамдулилlah, акида яснее была, баракаллаху фикум. Я думаю, иншаллах, насчет такфир личности, салафу салих делали или не делали, мы тоже много приводили.
Инша Аллах, в следующем нашем уроком мы будем вам объяснять. Субханак Аллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.